Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде чем мы начнем работать, хочу напомнить, что сегодня мы чествуем наш государственный флаг, который наряду с гимном и с гербом страны является одним из основных символов нашего государства. Когда-то юный царь Петр I вышел с ним в Белое море, и потом на протяжении веков под триколором наша страна укрепляла свое могущество, становилась великой мировой державой. Наши воины, наши герои Отечества столетиями под этим знаменем защищали нашу Родину, наш народ, так же, как это делают сегодня в зоне боевых действий герои нашего времени. Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности. Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником. Давайте начнем работать. У нас в качестве основного вопроса мера поддержки индивидуального жилищного строительства доложит Файзуллин Иракин Иванович. Но начнем с оперативных вопросов. Мы вчера с Михаилом Альбертовичем были в Московской области, открывали новую детскую клиническую больницу большую. Как в целом у нас ситуация развивается в детском здравоохранении? Михаил Альбертович, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемый Михаил Владимирович, коллеги. Вчера вами был открыт современный детский клинический центр в Красногорске. Это действительно крупнейший и самый современный центр. В этом году это уже 4-й высокотехнологичный центр. По вашему поручению было начато в 2018 году укрепление материально-технической базы детских больниц и поликлиник. С 2018 года в эксплуатацию уже 40 значимых объектов, в том числе по национальному проекту 21. До конца 2024 года мы планируем завершить и ввести в строй еще 3 объекта в Ульяновской области, Ставропольском крае и Хакасии. Продолжается строительство еще 15 объектов детского здравоохранения. И существенные изменения, конечно же, благодаря национальному проекту в первичном звене. Практически каждая медицинская организация получила дополнительное оборудование, оказывающее помощь детям. И в программе модернизации первичного звена до 2025 года предусмотрено 450 медицинских объектов, оказывающих помощь детям. Большое значение для развития детского здравоохранения, конечно же, имеет кадровое обеспечение. И вчера вы говорили и с руководителями клиники, и с врачами. Мы увеличили по программе специалитета набор на 35%, и сейчас он составляет 8,5 тысяч человек. По программам ординатуры в педиатрии увеличили на 68%, это более 1300 мест. Сегодня укомплектованность повысилась, в том числе с учетом специальных социальных выплат по вашему поручению, которые сегодня для амбулаторно-поликлинического звена и особенно малых населенных пунктов. Мы видим, что уже сегодня более 8% прирост это идет за короткий промежуток времени, вот за 4 месяца, которые мы наблюдаем. Ну и отток уменьшился, конечно, это тоже хороший показатель. Помимо этого, с 1 апреля приступили к работе врачи-стажеры, ординаторы второго года работы. Это более 2000 человек, которые активно помогают. Сегодня у нас действительно положительный тренд по этому направлению имеется. Мы продолжаем, еще есть комплекс мероприятий, которые мы реализуем по кадровым вопросам. По вашему поручению создан и открыт центр реабилитационный в Подольске, «Кораблик». 5500 детей уже получили в нем помощь. Причем хочу сказать, что это
очень тяжелые дети, которые в других бы условиях вряд ли бы получили такой объем медицинской помощи. Еще 2 центра строятся в Новосибирске и Евпатории на личном контроле моем и министра строительства. Лично выезжал в Евпаторию. Надеемся, что до конца 2024 года строительные работы будут завершены, и в начале 2025 года этот центр начнет принимать также детишек. В рамках реализации проекта «Оптимально для восстановления здоровья и медицинской реабилитации» сегодня более половины регионов уже получили дополнительное оборудование, и 8 федеральных медицинских центров. Работа продолжается. За годы реализации увеличили объемы помощи. На 8% это реабилитационная помощь. И активно развивается реабилитация на дому, что тоже очень важно, и в амбулаторных условиях. В рамках помощи детям ежегодно растут объемы специализированной помощи, в том числе и высокотехнологичной. И за 5 лет эти объемы высокотехнологичной помощи выросли на 7%. Но нужно отметить, что это не только просто сам объем, это и качество совершенно другое по объемам. Ну, например, вы открыли новый корпус центра Димы Рогачева, и сегодня там уже реализованы такие технологии, как CAR-T-технологии, это клеточные технологии, которые используются для лечения детей с рефрактерными опухолями, и более 200 пациентов уже получили такую терапию. Также ядерная медицина пришла на помощь нашим медикам в лечении маленьких пациентов. Необходимо отметить, что Россия уже сегодня находится в лидерской группе в мире по выживаемости детей при злокачественных заболеваниях. В последние годы активно внедряем инновационные технологии хирургического лечения. Хочу отметить, что вы видели вчера то новое оборудование, это и роботизированная хирургия, и малоинвазивные методы лечения, но и очень большие успехи сегодня в травматологии и ортопедии у детей. Центр в Санкт-Петербурге Турнера действительно делает сегодня фантастические операции, спасая наших детей. Особое значение имеет, конечно же, профилактическое направление. Традиционно высокий, более 95% объем профилактических мероприятий, в том числе для детей в трудной жизненной ситуации. В этом году уже 60% детей мы охватили осмотрами, в том числе 68% детей в новых субъектах. По результатам профосмотров 84% детей признаны полностью здоровыми или с минимальными отклонениями. Важно создать здоровьесберегающую среду, и в том числе правильное питание, физкультура и спорт – это межведомственная работа, поэтому привлекаем Минпросвещение и Минспорт. Забота о рождении здорового ребенка начинается задолго до его рождения. У нас самый большой объем скринингов, который мы используем. И для новорожденных, реализованный уже сегодня с 2022 года комплекс мероприятий скрининговых, позволяет нам диагностировать заболевания на доклиническом этапе. И таких детей уже сегодня выявлено в общей сложности более 1000. И каждый из них получил своевременно медицинскую помощь. Практически все эти виды помощи позволяют избежать тяжелого ущерба для здоровья. Хочу отметить, что реализован проект сегодня по контролю за лечением сахарного диабета у детей с первым типом диабета. Все дети получают сегодня мониторинг глюкозы. Это индивидуальные приборы, которые позволяют формироваться ребенку полностью по физиологическим правилам, что, по сути дела, профилактирует тяжелые осложнения в последующем для их здоровья. Ну и укомплектовываем сегодня центры региональные эндокринные и эндокринологические, и школы сахарного диабета. Ну и все мероприятия в конечном итоге привели к тому, что мы имеем сегодня самые низкие показатели младенческой смертности и детской смертности за всю историю. И что немаловажно отметить, что сократилась разница между показателями городом и селом практически в 4 раза. И за первые 6 месяцев текущего года отмечается снижение показателя младенческой смертности. По оперативным данным, этот показатель 4 промилле. Это одни из самых низких показателей в мире. По вашему поручению сегодня идет работа по созданию мероприятий в рамках новых национальных проектов. Все они, контуры согласованы. Сейчас идет работа с регионами по их наполнению. Доклад закончил. Спасибо большое за ваше внимание к детской медицине
И, конечно же, медики сегодня не подведут, оказывая медицинскую помощь детям. Спасибо большое. Я не случайно предложил начать нашу сегодняшнюю встречу с обсуждения вопросов детского здравоохранения, имея в виду, что приближается начало учебного года, конечно, прежде всего. Сейчас передам слово Сергею Сергеевичу Кравцову, но, Михаил Ильич, мы с вами хорошо знаем, что за диспансеризация, она действительно проводится у нас масштабно, и в прошлом году, да и в этом должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются. Поэтому прошу вас, конечно, все делать для того, чтобы вопросы детского здравоохранения у нас были на самом важном месте и чтобы никогда не исчезали они из поля зрения из нашего поля зрения, из-под нашего внимания. Сергей Сергеевич, как готовность к началу учебного года? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в течение всего летнего периода мы проводили необходимую подготовку, работу по подготовке к учебному году. И сегодня с уверенностью я могу констатировать, что все плановые мероприятия мы завершим в срок. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу сказать по Курской области, только что вы провели совещание. Здесь тоже у нас ситуация на контроле. Мы тесно работаем и с силовыми правоохранительными органами. Планируем, что школьники 2 сентября вместе со всей стороной приступят к учебе. У нас 114 школ будет в приграничных регионах в дистанционном формате. Здесь вся работа проведена. У нас создана по вашему поручению государственная информационная система, наша отечественная, совместно с Минцифрой. Моя школа, там есть все учебные материалы, мои сотрудники сейчас работают, чтобы здесь обеспечить образовательные процессы. И завтра лично буду, чтобы еще раз на месте все вопросы проработать к началу учебного года. Также школьники будут обеспечены всеми учебниками. И все те ребята, которые переехали с семьями из Курской области в другие регионы, также мы все вопросы решили, чтобы 2 сентября они могли пойти в те школы, где находятся. Также, уважаемый Владимир Владимирович, по Белгородской области, о чем только что Вячеслав Владимирович говорил, чтобы дать возможность тем ребятам, которые находятся сегодня в оздоровительных центрах, учиться по месту их пребывания. Мы готовим проект письма вместе с губернатором. Завтра мы вам его направим, просьба поддержать. И этот вопрос, организационно мы уже его проработали, он будет тогда уже окончательно решен. Что касается в целом, то 2 сентября, понедельник, 1 сентября воскресенье, поэтому 2 сентября ребята пойдут в школы. В целом 18,5 миллионов школьников. Мы развиваем инфраструктуру. И ваше поручение по строительству 1300 школ мы выполним досрочно уже к 1 сентября, фактически, а не к концу этого года. Также в День знаний откроют новых 132 школах современных, и многие школы с бассейнами. То есть таких школ, можно сказать, и в мире очень мало, какие строятся у нас в стране. Действительно очень современные, хорошие школы. Вы многие посещали, сами видели те стандарты высокие, которые мы задаем. В части капитального ремонта с начала реализации программы и до 1 сентября будут отремонтированы 4500 школ. Фактически каждая 9-я, уважаемый Владимир Владимирович, школа будет отремонтирована. И за 22-23 года мы перевыполнили первоначальный план более чем 1000 школ. Вместе с Минстроем, тоже коллег благодарим, эту работу ведем. В следующем году мы расширим в рамках национального проекта программу капремонта не только в соответствии с вашим поручением, не только для школ, но и для детских садов и для колледжей. Долгожданное решение, мы к нему готовы, отработали с регионами. И вы поздравили с праздником, Днем государственного флага Российской Федерации. У нас 2 года подряд по понедельникам школы поднимают государственный флаг. Также приняты поправки в Конституционный закон о том в марте, что не только в школах размещаются государственные флаги, но и в дошкольных учреждениях, в детских садах и в колледжах. Тоже очень
важно и исполнение гимна нашей страны, это формирование патриотического настроения и, самое главное, неформально, любовь к нашей родине, к нашей культуре, к традициям. Также мы уделяем большое внимание безопасности, и 27 августа совместно с МЧС проведем большие тренировочные единые учения для всех образовательных учреждений. В этом году в школу возвращается предмет труд. Это тоже очень важно, значимо, давно ждали это решение. И вводится новый предмет – основы безопасности и защиты Родины. Все инновации и другие вопросы мы 28 августа обсудим на Всероссийском родительском собрании. Также мы продолжаем снижать бюрократическую нагрузку на педагогов, и с 1 сентября вступит в силу закон, запрещающий запрашивать другим ведомствам дополнительные отчеты у педагогов детских садов и колледжей, как это сегодня уже есть в отношении учителей. Теперь о педагогических кадрах. В течение августа, уважаемый Владимир Владимирович, мы с каждым министром образования, каждым ректором Института повышения квалификации, педагогическими вузами проанализировали ситуацию в каждом регионе, каждом муниципалитете. Выстроили стратегию заполнения имеющихся вакансий учителей. Сегодня порядка 2% вакансий, это по данным портала «Работа России», Министерства труда. У нас большую роль в заполнении вакансий играют выпускники вузов. В этом году выпуск составит более 41 тысячи молодых специалистов. И хочу сказать, у нас педагогическое образование остается в тройке популярных профессий для поступления школьников. В этом году средний конкурс в педагогический университет у нас составил порядка 10 человек на место. То есть ребята молодые пошли, выбирают профессию учителя. И в завершение, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, позвольте сказать о нашей гордости, о выпускниках-медалистах, а также победителей международных олимпиад. Примерно каждый выпускник получил свою заслуженную награду. Золотые медали 60,5 тысяч ребят, а серебряные 44 тысячи. И в этом году сборные команды России приняли участие в 5 международных олимпиадах. Причем все 27 школьников-участников завоевали медали, из них 18 золотых. И еще об одной победе. На первой в истории международной олимпиаде по искусственному интеллекту среди старшеклассников наши ребята привезли из Болгарии 4 золотые медали. Все золотые у нас медали. Уважаемый Владимир Владимирович, к нашему совещанию подключены 3 региона, в 2 из которых республики Бурятия и Волгоградской области открываются новые школы. Причем школа в Волгограде, по нашим подсчетам, 2 сентября станет знаковой, 1300-й открываемой школой. А в Луганской Народной Республике фактически заново открывается полностью обновленная после капитального ремонта легендарной школа-лицей имени Героя Советского Союза Олега Кошевого. Владимир Владимирович, буду признателен, если вы дадите слово коллегам в регионах. Да, с удовольствием. Пожалуйста, Юрий Андреевич, прошу вас, Бурятия. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Школа в нашем селе была в приспособленном помещении, рассчитана на 360 мест, а по факту в ней училось 900 детей. Благодаря вам, благодаря вашей поддержке, мы получили замечательную, новую современную школу, полностью укомплектованную всем учебным оборудованием, с прекрасными, светлыми кабинетами, мастерскими, спортивным залом, актовым залом и большой столовой. Уважаемый Владимир Владимирович, от имени наших жителей, от родителей, от моих коллег-учителей и, конечно, самих учеников, благодарим вас за такой подарок к 1 сентября, к нашему празднику, Дню знаний. Педагогический коллектив школы с новой школой, с новыми усилиями будет готовить детей к их будущей взрослой жизни, чтобы они были умными, всесторонне развитыми и стали настоящими гражданами нашей страны, настоящими патриотами своей Родины. Наше село растущее, и теперь у многих молодых семей появятся все условия, чтобы больше рожать детей и делать нашу Родину сильнее. Спасибо за поддержку и с праздником!
Юрий Андреевич, чего не хватает в школе? У нас все хватает, школа укомплектована. Со всеми вопросами мы обращаемся к нашему главе Алексею Самбуевичу. Оперативно все решает, поэтому вопросов нет, пожеланий. Хорошо. Юрий Андреевич, поздравляю вас с новым учебным заведением и желаю всего самого доброго вам, всему педагогическому коллективу, ну и, естественно, ребятам, которые скоро в школу придут. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. Ирина Борисовна, пожалуйста, Луганская Народная Республика. Владимир Владимирович, пользуясь случаем, прежде всего, я хочу от имени коллектива нашей школы, родителей, учителей, конечно, учеников, от имени всех горожан нашего города поблагодарить вас за ваше внимание к развитию новых территорий Российской Федерации. В нашей школе, в которой я сейчас работаю, ей 87 лет. То есть она достаточно старая, но посмотрите, какая она стоит вот за нашими спинами. Новое красивое здание, светлое, прекрасное. В школе уже за 87 лет школа выпустила порядка 7 тысяч выпускников. Это люди разных профессий, но все они школу любят и приводят сюда своих детей, внуков и уже даже правнуков. Поистине сегодня у нас новый у школы, второй, день рождения. Потому что сегодня школа открывается после капитального ремонта. Фактически заново построенная школа. Данный капитальный ремонт был инициирован и постоянно контролировался губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировичем, за что мы ему безмерно благодарны, а также всем, кто принимал участие в этом большом хорошем деле. Школа светлая, школа красивая. Внутри светлые, красивые, современные классы, удобная мебель. У классов есть современное лабораторное оборудование, технологическое, спортивное. То есть на сегодняшний день это для нас это сказка. Поэтому мы понимаем, что и учителям многому придется научиться, но уверена, что дети наши будут с удовольствием ходить в школу, с удовольствием учиться и достигать новых успехов в своей учебе, а также в творчестве и находить ту профессию в жизни, которая им нужна и пригодится. Большое спасибо. И я уверена в том, что в нашей школе еще очень-очень долгие годы будет звучать детский смех, звенеть звонки, и нынешние ученики приведут сюда своих детей и внуков. Спасибо вам большое. Ирина Борисовна, поздравляю вас также с приближающимся праздником, Днем Знания. И надеюсь, что руководители, которые слева и справа от вас стоят, руководители регионов будут уделять должное внимание образованию в Луганской Народной Республике. И вот как Владимир Владимирович в своем Ставропольском крае, недавно с ним обсуждали все эти вопросы. Желаю вам всего самого доброго. Пожалуйста, Галина Ивановна, Волгоградская область. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Наша школа самая большая, самая красивая, которая размещена в Дзержинском районе нашего города-героя Волгограда. В ней будет обучаться более 1300 ребят. Уже сформирован наш педагогический коллектив. Все с нетерпением ждут 2 сентября и открытия нашей школы. Мы ориентированы на инженерно-технологическое обучение. Для этого созданы все условия в нашей школе. Имеются современные цифровые лаборатории для реализации предметов физика, химия, биология. У нас 2 стадиона, у нас 4 спортивных зала, спортивная площадка, что дает возможность реализовывать детям свои спортивные возможности. Творческие дети могут посвятить себя и заниматься в театральной студии и в школьном телевидении. А также у нас будет создан школьный спортивный клуб, в котором будет реализовано много различных направлений. Например, самбо. У нас уже организован совет образовательного учреждения.
Наши родители и обучающиеся с удовольствием принимают участие во всех тех начинаниях, которые сейчас имеются в нашем образовательном учреждении. Они с удовольствием поддерживают все наши инициативы и все дальнейшие проекты, все начинания мы будем реализовывать только вместе. Я хочу сказать, что главная задача нашего педагогического коллектива – это организация образовательного процесса, воспитательного процесса наших детей с учетом региональных особенностей, с учетом исторической памяти участников нашей Сталинградской битвы, с учетом памяти к современным героям, участникам военной операции. В свою очередь я хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за поддержку системы образования, потому что именно мы – это будущее нашей великой России. Хорошо. Я также и вас, Галина Ивановна, как и ваших коллег, только что хочу поздравить с приближающимся Днем знаний. Я не предложил выступить главам регионов, которые стояли рядом с руководителями учебных заведений. Но надеюсь, что в этих регионах, так же, как и в других регионах Российской Федерации, уже все сделано, а если что-то еще не завершено, есть еще шанс завершить все в оставшиеся несколько дней до 1 сентября, ну, до 2, поскольку в понедельник, 2 сентября. И начало реальных занятий начнется с понедельника. Галина Ивановна, поздравляю вас и с новым учебным заведением. Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов. Так, давайте пойдем дальше по нашему плану. Спасибо, коллеги, за участие в нашей сегодняшней работе. Пожалуйста, Александр Валентинович, по поводу социальной газификации. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. В соответствии с вашим поручением, единым оператором газификации «Газпромом» совместно с региональными операторами, региональными властями ведется масштабная работа по социальной догазификации домовладений, медицинских, образовательных учреждений, а также садоводческих товариществ. В Координационном центре правительства запущен специальный проект «Социальная газификация», в рамках которого по каждому региону организован мониторинг исполнения планов, графиков, сроков, стоимости подключения, предоставления мер поддержки, а также мониторим цены на газоиспользующее оборудование. Систематически проводим штабы по газификации с участием глав регионов, возглавляющих свои региональные штабы. На текущий момент заключено 1 280 000 договоров, из которых исполнено до границ участка более 1 033 000. Общий процент исполнения составляет 81%. Год назад эта цифра составляла 71%. То есть мы увеличиваем процент исполнения договоров. До конца года ожидаем еще примерно исполнения 170 000 заявок и подведения газоиспользующей инфраструктуры к домовладениям. Дополнительно в непосредственной близости от участков заблаговременно проложена газопроводная инфраструктура, которая позволяет газифицировать еще 160 000 домовладений в короткие сроки при наличии соответствующей заявки. То есть фактически созданы дополнительные возможности для догазификации, так называемый задел. «Газпромом» выделено за 3 года на финансирование социальной догазификации более 290 миллиардов рублей. Заключены договора, из них уже освоено 180 примерно миллиардов рублей. Также создана система подачи заявок на догазификацию через различные инструменты, через портал единого оператора газификации, сайты и офисы газораспределительных организаций, единый портал государственных услуг, также многофункциональный центр предоставления госуслуг. Хотел бы отметить, что наиболее популярный способ на сегодня подачи заявок – это через портал единого оператора газоснабжения. На 2-м месте это сайт и офисы ГРУ. Что касается газификации медицинских и образовательных учреждений, на сегодня поступило 1374 заявки на подключение к газораспределительным сетям. 410 договоров уже исполнено, в том числе это 245 медицинских учреждений и 165 образовательных учреждений. К ним подведен газ. Продолжается также совершенствование законодательства в целях сокращения сроков и стоимости строительства.
Также на портале госуслуг мы третий год проводим опрос граждан, подавших заявку на социальную газификацию и подключение к программе. Полученную по обратной связи информацию мы регулярно анализируем и доводим до руководителей региональных штабов в целях совершенствования работы по газификации и решения возникающих проблем или текущих ситуаций. Ведется также работа по сокращению просрочек по исполнению договоров. С 2022 года мы снизили в 3 раза долю просроченных договоров, и сегодня она является достаточно минимальной, уже всего 1%. Также в рамках штаба внимательно следим за динамикой цен на газоиспользующее оборудование. Вы на это обращали внимание, Владимир Владимирович? По сравнению с прошлым годом мониторинг показывает, что цены растут не выше инфляции, то есть примерно на 5%. Ведем рейтинг регионов по работе по дегазификации. Рейтинг основывается на 15 показателях. Такие, например, приведу пример, как отсутствие просрочек, исполнение договоров, наличие мер социальной поддержки, предоставление комплексной услуги. Хотел бы назвать лидеров рейтинга. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Московская область, Республика Чечня, Оренбургская область, Тамбовская область. Регионами оказывается также поддержка на покупку и монтаж газоиспользующего оборудования и на работы внутри границ участка. Более 30 категорий сегодня по всем субъектам Российской Федерации фактически получают меры поддержки. И в регионах выделено на этот год 7,4 миллиарда рублей для поддержки. Также, Владимир Ильич, в соответствии с вашими поручениями определены 13 категорий граждан, которым оказывается поддержка, в том числе путем софинансирования из федерального бюджета. Для этих категорий минимальная субсидия на покупку оборудования и установку, а также на проведение работ внутри участка составляет 100 тысяч рублей. В прошлом году из резервного фонда было выделено 961 миллион рублей, а в текущем году предусмотрен 1 миллиард 57 субъектам Российской Федерации, включая новые регионы. За истекший период оказана помощь более 70 тысяч граждан. В рамках послания Федеральному собранию также вами дано было поручение по распространению мероприятий на газификацию на садовые товарищества, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов. Все необходимые изменения в нормативные акты приняты в кратчайшие сроки. Региональными властями оперативно проведена инвентаризация. На сегодняшний день около 900 тысяч домовладений попадает под газификацию. Это примерно в 10 тысячах СНТ. По вашему поручению регионы формируют и утверждают планы графики, и по имеющейся информации уже планы графики утверждены в 32 регионах. В ближайшее время они закончат формирование до 1 сентября. Уже подано 25 тысяч заявок на дегазификацию домовладений в СНТ, из которых принято более 15 тысяч заявок и заключено 6400 договоров. И уже исполнено до границ домовладений 1190. Алгоритм дегазификации СНТ доведен до региональных властей, налажено взаимодействие между садоводами и региональными властями. Министерство энергетики, Росреестр, Союз садоводов России обеспечивают информационную поддержку региональных властей. Меры поддержки в виде субсидий, о которых я говорил, 100 тысяч рублей, также распространяется и на льготные категории граждан, которые проживают в СНТ. Уважаемый Владимир Владимирович, работа в настоящее время ведется уже штатно, системно, совместно с «Газпромом», регионами. Ход работ находится на моем личном контроле, и задача, которая вами поставлена в рамках указа, послания по подключению к газу 1 миллиона 600 тысяч домовладений к 2030 году будет достигнут. Спасибо. Вы сказали о том, что мы в этом году предусмотрели 7,4 миллиарда рублей для компенсации граждан, связанных с работами по подключению к газовым сетям. Сколько освоено в этом году уже? 7,4 миллиарда рублей – это предусмотрены средства в бюджетах субъектов Российской Федерации. А из федерального бюджета мы еще дополнительно софинансируем 1 миллиард рублей для 57 регионов, которые дотационные. Из 7,4 миллиардов, которые у субъектов, освоено на сегодня около 2,5 миллиардов рублей. То есть, мы планируем, что до конца года эти средства обычно выбираются в полном объеме. И субъектовые, и федеральные деньги тоже в полном объеме. Даже в этом году у нас этот 1 миллиард рублей будет более быстрыми темпами выбран. И регионы обращаются с тем, чтобы либо перераспределить, либо там дополнительно еще выделить деньги.
Смотрите, сейчас 7,4 миллиарда предусмотрено, 2,5 освоено. Я не случайно это спросил. У нас уже август заканчивается, да? В последние дни, чтобы не было, как часто это бывает, идет освоение любой ценой. Вот это очень ритмично нужно наладить работу. Да, я понимаю, я знаю, миллиард из-за федерального, 7,4 из разных источников, но я вас прошу просто держать на контроле. Хорошо? Да, если там обязательно проконтролируем, чтобы средства были исполнены. Да. Спасибо большое. Так, пожалуйста, Файзуллин Ирак Анварович. Индивидуальное жилищное строительство. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, 23-й год действительно стал знаковым для строительной отрасли. Ввод жилья превысил 110 миллионов квадратных метров. При этом больше половины из них, или 59 миллионов квадратных метров, это индивидуальные жилые дома. Было введено 431 тысяча домов. И тенденция к увеличению объемов ИЖС сохраняется. Ежегодный прирост подтверждает интерес граждан. С начала этого года уже введено 43,6 миллионов индивидуального жилья или 314 тысяч индивидуальных домов. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением отработали совместно с Государственной Думой, Советом Федерации, экспертным сообществом закон о применении счетов эскроу при строительстве индивидуальных жилых домов. Закон оказался несколько сложнее, чем мы предполагали. Одновременно с его разработкой были внесены изменения в 5 существующих законов. Это и налоговый, и градостроительный кодекс, закон о материнском капитале, о страховании вкладов, о регистрации недвижимости. Он затрагивает различные сферы экономики и хозяйствующие субъекты. Здесь и малый, и средний бизнес, крупные застройщики, производители домокомплектов и стройматериалов. Поэтому необходимо было найти баланс между всеми участниками и обеспечить главное условие – это соблюдение прав граждан, которые хотят жить в своем доме. Конечно, это находилось в плотной работе правительства совместно с Центральным банком, и здесь слова благодарности Эльвире Сахибзяновне. Большую работу сделали совместно с Минпромторгом России и сформулировали понятие «домокомплект». Также предусмотрены возможности строительства частных домов по эскроу из дерева, пеноблоков, газобетона. В результате закон учитывает интересы как граждан, так и бизнеса. Исключены ситуации, когда люди, отдав средства на строительство ИЖС, могли остаться с недостроенными домами или объектом, который невозможно оформить права. При этом данный закон не ограничивает возможности строительства ИЖС другими иными способами. По экспертным оценкам, на 2025 год с применением счетов эскроу дополнительно будет построено примерно 3000 домов. 2026 год уже запланировано 52 тысячи домов на 7 миллионов квадратных метров. Ключевая задача – сделать приобретение и строительство своего дома таким же простым и понятным, как покупка квартиры. Дополнительно Институтом Дом РФ утверждена пилотная программа по субсидированию кредитов, представляемых подрядчикам на строительство индивидуальных домов с применением эскроу. Процентная ставка застройщикам будет субсидироваться до 1% годовых. 6 банков сегодня работают, крупнейших совместно с Дом РФ в этом направлении. И за счет льготного кредитования повысится доступность как услуг подрядных организаций. И это обеспечит защиту именно граждан в строительстве индивидуального жилья. Всего предполагаем по этой программе в ближайший год построить 1 миллион квадратных метров. Основные мероприятия по развитию ИЖС объединены в рамках инициативы правительства «Мой частный дом». Совместно с Росреестром обеспечена возможность регистрации прав на ИЖС в 3-дневный срок с момента подачи заявления. Одним из важных решений стало распространение всех действующих льготных ипотечных программ на сегмент индивидуального жилищного строительства. И этот спрос, он сохраняется и активно растет. Мы видим, что за 7 месяцев 2024 года доля кредитов на приобретение и создание ИЖС составила почти 18% и всего объема ипотечного кредитования. В соответствии с вашим решением продлена программа «Семейная ипотека» с возможностью получить льготный кредит на строительство дома с использованием счетов эскроу. Также в рамках данной инициативы осуществляется градостроительная подготовка в регионах.
Вот на 1 июля 2024 года уже подготовлено 19 тысяч гектаров. Это обеспечивает возможность строительства 58 миллионов квадратных метров или 427 тысяч индивидуальных домов. Всего к 30 году планируем 75 тысяч гектар земельных участков. Это позволит ввести 225 миллионов индивидуального жилья или 1 миллион 654 тысячи домов. Ваше решение, Владимир Владимирович, о социальной газификации, о чем Александр Валентинович только что доложил, стало важным шагом стимулирования объемов ввода ИЖС. Благодаря тому, что подводится газ и иная инфраструктура до участков, граждане стали строить, достраивать и вводить уже ранее начатые дома. Важную роль сыграл запуск суперсервиса «Цифровое строительство». Он позволяет пройти весь путь от выбора земельного участка до оформления документов и ввода объекта в эксплуатацию. На 24 августа 2024 года, на 22 августа 2024 года в данной системе уже размещено 3220 проектов жилых домов от более чем 2500 подрядчиков. Из них 385 проектов могут возводиться с применением счетов эскроу. Также обеспечена возможность использования типовых проектов, что не только упрощает и ускоряет строительство, но и выгоднее, чем строительство с нуля. Вместе с тем продолжаем активно работать и над расширением возможности развития инфраструктуры в проектах ИЖС с применением механизмов комплексного развития территории. 6 регионов уже реализуют 13 проектов на 2,5 миллиона квадратных метров с использованием этого механизма. Также в рамках разрабатываемого нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» отрабатывается реализация отдельного мероприятия, направленного на создание необходимой инфраструктуры для ИЖС, в том числе на земельных участках, которые предоставляются многодетным семьям. Такая мера позволит повысить доступность индивидуального жилья для граждан за счет снижения затрат на обеспечение участков необходимой инфраструктурой, а также повысит эффективность механизма предоставления многодетным семьям земель, а также увеличить объемы строительства. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Эльвира Савельевна, добавите что-то? Да, спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Счета эскроу оправдали себя в жилищном строительстве. Вы помните, как мы вводили этот инструмент для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков. И распространение счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство – это тоже очень важный шаг. И Банк России участвовал в подготовке закона, о котором сейчас сказал и Ирик Анварович. И этот закон... Он будет способствовать и росту качества самого строительства, задаст понятные правила для строителей, застройщиков, подрядчиков и, главное, защитит средства людей и позволит большему количеству семей улучшить жилищные условия. Какие основные преимущества этого механизма? Для людей они заключаются в том, что не нужно предоставлять дополнительное обеспечение для кредита, как это происходит сейчас при самостоятельном строительстве. То есть больше людей смогут получить такие кредиты. Во-вторых, строительные риски несут теперь сами банки, а средства людей защищены на время строительства. До момента его завершения деньги находятся на защищенных счетах эскроу, застрахованных государством. И, кстати, размер страхового покрытия вот таких средств, он сейчас составляет 10 миллионов рублей, но с учетом и динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 миллионов. Мы обсудили это и с АСВ, и с Министерством финансов, в целом они поддерживают идею. И если... В целом все поддержат, мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений. Мы также поддерживаем и распространение государственной поддержки, в частности программы семейной ипотеки, на кредиты по индивидуальному жилищному строительству с эскроу. Потому что программы – это же не поддержка строителей, это поддержка определенных категорий людей. И неважно, каким образом они улучшают жилищное строительство, многоквартирные дома или индивидуальное жилищное строительство. Поэтому, на наш взгляд, это очень правильно, это увеличит доступность таких кредитов, пока сохраняются жесткие денежно-кредитные условия. На наш взгляд, есть и в этом преимущество для подрядчиков, потому что это гарантированная оплата услуг, если они выполнили все требования договора.
Конечно, до момента сдачи дома им придется привлекать заемные средства от банков, но ставка по такому кредиту должна быть ниже рыночной, и мы это видим по проектному финансированию в ипотеке со счетами эскроу для многоквартирных домов, потому что этот кредит финансируется из средств человека на счете эскроу, по которым нет процента. То есть ставка будет отражать только кредитный риск подрядчика без учета стоимости для банка, стоимости привлечения средств. Для банков тоже есть плюсы, то есть и расширяется сфера кредитования. И, во-вторых, когда подрядчиком выступает понятная, прозрачная компания с опытом, которая будет строить дома с соблюдением всех необходимых стандартов, залоги станут более ликвидными. А мы знаем проблемы как раз с залогами, если это индивидуальное жилищное строительство, как их оценить, эти отдельные дома. Поэтому вот то, что сказал министр строительства по типовым домам, это тоже очень важно. Это позволит залоги делать более ликвидным. И это тоже будет снижать кредитные риски и потенциально может снижать и ставки по кредитам для людей. Хочу сказать, что банки технически готовы к кредитованию как подрядчиков, так и людей по новым правилам. Но, наверное, об этом надо сказать. Единственное, на первом этапе могут быть трудности с получением такого рода кредитов мелкими подрядчиками, которые работали в серую. Банкам будет тяжело оценивать их финансовое положение, но на самом деле это, наверное, и хорошо, потому что закон будет способствовать дополнительному обелению всего строительного сектора. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Михаил Владимирович, поддерживаете предложение Центрального банка? Да, это разумно. Отлично, хорошо. У нас это очень важное направление работы в жилищном секторе. Все-таки собственное жилье – это то, к чему многие семьи стремятся, и нужно сделать все для того, чтобы наработанные инструменты по другим направлениям жилищного строительства здесь применялись активно и давали ожидаемый результат. Всем большое спасибо. Давайте пометим то, о чем мы сейчас сказали, и возьмем на заметку для исполнения. Благодарю вас. Всего хорошего.